Пойдемте дальше. Помните, функции, которые вы выполняете, действия, которые вы делаете, это много значит. Каждый день, когда вот сегодня пойдите домой и распишите целый день, что вы делаете. Или вы обычный день, и вчера что делали, послевчера, еще. И знаете, что заметил? Когда заставляю людей писать, 90-99% их действий происходит внутри компании. Они продуктом что-то делали, отвезли, привезли, упаковали, что-то делали, заказали. В общем, что-то делали с продуктом. Или то есть внутри компании что-то делали. Если вы будете внутри компании работать, у вас не будет много денег. Но работать будут очень много. Очень многие компании, действия, фокус у них направлен внутри компании. От того, что внутри компании много действий совершаете, деньги не будет. Вам надо под контроль держать, чтобы действия были за пределы компании. Вот это все внутри компании. Внутри компании все, что вы делаете, закуп, упаковка, дизайн, все, что вы не делаете, это внутри компании. А внутри компании денег не будет. Вам принесет деньги, если вы действия совершаете за пределы компании. Много действий надо делать каждый день за пределы компании. Скоро выйдет моя книга, называется, я работаю над ней, уже 4-й год или 5-й год, 12 заповедей руководителя. Найдите эту книгу, изучайте. Нет, еще нет. Много дел, брат мой. Я тот день почитал 28 еще книг, которые я должен закончить. По частями, по чуть-чуть, они написаны. Я как пишу, в самолетах или где-то. Сейчас, если у меня ждат, я сижу и на диктофоне диктую, а потом мои девчонки набирают. Вот таким образом, мысль пришел, я диктую. У меня же времени самому не хватает. Потом, когда все тексты компьютера собирается, потом я сижу, анализирую, переделаю, чтобы понятно было. Моя задача написать не умные книги, а доступные книги, практичные книги. Поэтому любой человек, который прочитает их, он может их практиковать, использовать. Они должны быть простые, удобные, доступные. Любой человек должен почитать и пойти делать. Вот такое должно. Вот это все стратегия удвоения дохода. Я сейчас вам в склете показываю. Эти вещи обучаю в своих мини-мастер-классах и годовых обучениях. Идите учитесь. Мой совет к вам. Я очень много ошибок совершал от нехватки знаний. Я много совершал. Вы тоже делаете ошибки? А вы согласны, что в итоге каждая ваша ошибка нормальное вложение денег? Да? Каждая ошибка деньги стоит, правда? А теперь итоги поймете, как не надо делать. А как делать, так и не узнаешь. Так же, как надо делать, так и не поймешь. Но знаешь, как не надо делать. Согласны? Потом продолжай через собственные ошибки еще раз. И каждые ошибки, каждые потери, они нужны. Я не говорю, что они не нужны. Но они тебе на 2 шага назад бросают. На 2 шага бросают. Потому что ресурсы, уходят ресурсы. Ну я не знаю, у меня так получилось. Я делал ошибки, эти ошибки, долги загнали меня. И пока долги отдал, справился с долгами, люди, которые позади меня были, они все обгоняли меня, вперед ушли. Я 6 лет отдал долги. И около 3 миллиона были долги, пришлось работать день и ночь, а это нервотропка, стресс это еще хуже. Поэтому это нагрузка, реально нагрузка. Мой совет к вам, в вашем городе сейчас я несколько дней, будет мини-мастер-класс, 5 дней, идите учитесь туда. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Потом есть годовое обучение, новую группу я собираю. Кстати, тот день, прошлый месяц, в ноябре я был здесь, и я собрал предыдущую мою группу, которая учится, и каждого спрашивал о результате. Ни одного человека не было, который доход не вырос. Ни одного. Они все ваши земляки. Возможно, кого-то из них вы знаете. Вы можете у них спросить. И сами впереди в 8 раз доход вырос. Хотя карантин был. Если карантин не был бы, эти ребята еще лучше были бы. Это хороший результат. Вы согласны? У кого-то было минимально это 50% роста, у кого-то 100, 200, 300. В среднем, если так посмотреть, 300% были почти это. В среднем, если усреднить, в среднем 300% доход в рост. Я считаю, это очень хорошо. Хотя в этом году мы попали
Карантин, магазин не работали, многие вещи не работали. Все равно в период даже карантина я по интернету продолжал работать с ними, чтобы адаптировать. Кому-то мы бизнес-модель поменяли, где-то мы что-то стратегию изменили. Но адаптироваться надо, как-то надо делать. Но я думаю, что карантин, когда закончится, еще лучше эти ребята растут, потому что уже есть четкое понимание, как это бизнес вести правильно. Это вам что-нибудь дал, ребята? Да? Можете пример привести? Да, Что сейчас это скажу. вне компании Сейчас скажу. работать? Что, вы не компания? Да. Допустим, Работай вы больше с клиентом. с клиентом. Ну, Сейчас объясню. Работай больше для создания рынка, не внутри бизнеса. Работайте больше с клиентом. Например, представь на минуту. У меня было 5 человек в администрации, 5 человек, но 400 человек в продаже. А как ты думаешь, 400 человек больше денег принесет? И я каждый день сидел, 70-80% работу делал с клиентами. Это означает, что я постоянно анализировал работу с клиентами. А то, что внутри производства, я просто нанимал людей, которые это могут делать. Вот и все. Если вы руководитель, вы должны свое время разделить таким образом. Каждый день 60-70% времени тратьте на рынок. Вот приходите утром, первым делом сидите, начнете анализировать вчерашние продажи, касса, какие действия были, почему так, какой наш индекс отклика, какой у нас реакция, что, чего, что поменялось вкус клиента, почему. Вот вам задам простой вопрос, ответьте мне. Почему некоторые клиенты выбирают ваших конкурентов, но не вас? Почему? Я с этого вопроса начну каждое утро. потому что они аква. Да, неважно, это Аква или кто-то другой. Задавайте себе вопрос. Каждое утро. Почему мои потенциальные будущие клиенты выбирают моего конкурента? И сидим и думаем, что надо делать так, чтобы они выбрали меня. Клиента же никто не может заставить. Согласны? Клиент сам выбирает. Что мне надо делать? Клиент выбирает, если ему выгодно с вами работать. Да? И сидите и думаете постоянно об этом. 60-70% времени. 20-30% потратьте, пожалуйста, на административный контроль, чтобы все было правильно, бизнес-процессы были вовремя, выполнение и так далее. Отчеты, анализы, внутренние анализы. 10% времени потратьте каждый день на долгосрочные цели, на стратегию. И мой совет, каждый день 1 час думайте. Никого не пускайте в кабинет, просто думайте. Стабильно 1 час. Хотя бы 1 час. У меня есть правило 90-90. Я у американцев это учился, когда там был. 90-90. Супер правило. 90 минут в течение 90 дней. Думаешь каждый день о своей стратегии. Стратегия на 5 лет или на 10 лет. И сядьте, думайте. Большую цель ставим и маленькими шагами потом планируем, как до него приближаться. Помните, чтобы владеть что-то, надо же кем-то стать. А чтобы кем-то стать, нужно начинать что-то делать. А чтобы что-то делать, начни с маленького. Но цель должен быть четко, ясно, понятно. Если цель как маяк видно, ставьте большие цели, не бойтесь. Не бойтесь ставить большие цели. Это цель, показатель уверенности в себе. Повторю, масштаб цели – это показатель уверенности в себе. Человек, который в себе уверен, он ставит нормальные, крупные цели. Человек, который не уверен в себе, он ставит всегда маленькие цели. Потому что, еще самое интересное, для достижения маленькой цели, достижения большой цели, одинаковый ресурс идет. Кто понял? Для достижения, повторяю вам, маленькой цели или большой цели, одинаковое время потратите, одинаково нервы, вот увидите. Не бойтесь, ставьте большие цели, но потом маленькими шагами, короткими дистанциями достигайте. Еженедельные план достижения, еженедельный. И каждый вечер пишите 5-6 пунктов, что вы сегодня сделали, то, что приближает к цели. Видите, бизнес – это управление собой. Кто понял? Бизнес – это что? Управление собой. Понимаете, есть закон потолка. Я, если прыгаю, выше это не прыгаю. Это закон потолка такой. Ваш бизнес растет сколько вы умеете, сколько ваше понимание есть. И вы создадите команду, которая до вашего уровня. Вы никогда не можете создать команду выше себя. Люди, которые умнее вас, они уйдут. Они не хотят работать под ваше руководство, если вы не догоняете их. Я могу гарантию дать об этом. Потому что
Какого уровня ваши, до этого уровня поднимается бизнес. Давайте руку поднимем, повторим за мной одну фразу. Граница наших достижений определяется нашим уровнем понимания. Граница успеха, граница наших достижений определяется уровнем нашего понимания. Мы не можем делать то, что не понимаем. Человек всегда делает то, что понял. Согласны? Он не может делать. Поэтому вы растете, растет бизнес. Вы растете, растет бизнес. Многие меня спрашивают, что делать, чтобы удваивать доход. Я скажу, работай над собой, управляй собой. Начните самого себя управлять. Это самое важное. Потому что вы являетесь потолок. Вы являетесь точка прорыва этого бизнеса. Вы самый главный двигатель бизнеса. Вы самый большой тормоз бизнеса. Помните об этом. И временами вы меняетесь. Иногда вы двигатель, что-то новое делаете, риск, рывок делаете. И иногда вы сами большой тормоз. Вы мешаете своему бизнесу сами. Никто вам не мешает, вы сами мешаете. Это действительно так. Потому что каково ваше мышление, каково ваш профессионализм, так отражается. Вот что я советую вам. 3 важные вещи делайте. Делайте бизнес всегда по 3 принципами. Первое. Всегда делайте бизнес прозрачно. Мой совет к вам. Это важно. Честно, прозрачно, справедливо. Такую культуру внедряйте в своем обществе, в котором вы работаете. Будьте богобоязненным, именно когда дело касается денег. Знаете, я видел много ребят, которые намаз читают, борода имеют, но когда дело касается денег, они скользкие, чем змея. Поверьте, это правда, честно скажу вам. Нельзя, так не строится успех. Долговременный успех так не строится. Я много ребят видел так в жизни, которые пытались так что-то добиться. Они до сих пор куча долгах, щелках. Прошло хотя 15-20 лет. Они ничего не добьются. Только честным путем можете добиться серьезных результатов. Фундамент должен быть крепче. Второе. Всегда работайте профессионально. Не смиритесь. Не говорите, что вот как умею, так делаю. Нельзя так. Год за годом надо стать профессионалом. Делайте профессионально. Это важно. Соберите профессионалов. Не собирайте, пожалуйста, то, кто вам нравится, кто вам родственник, кто вам знаком, а лучше, чем... Даже элементарно. Охранник уберите профессионалу. Элементарно. Поверьте моим словам. Я разницу профессионала объясню вам. Недавно, неделю назад в Москве я пошел в баню. Заказал сауну, пошел туда. Мне попарил профессиональный банщик. Я сам очень хорошо умею попариться, потому что я в Сибири долго работал. Провел тренинги тогда. Когда это профессиональный банщик попарил, совсем другое ощущение, другое состояние. Я оттуда вышел, думал, даже вроде бы выглядит, что, веником бить никто не может, что ли? Да любой дурак способен. Но оказывается, нет. Вот такая поговорка, пусть птицу резет кособ, да? Чумчука, такой же есть, чумчука куша косок. Да, это правда, это не из воздуха. Соберите профессионалов. Научитесь не жалеть людей. Научитесь, видите, что человеку дали задание не справляться, увольняйте, замените, не жалейте никого. Если даже ваша жена работает, замените. Просто некоторые наши родные, они, или наши знакомые, или наша команда подключают в себе синдром бичурагона. Давит на вашу жалость. Давид на ваш, ты же духовный, ты же богобоязненный. Причем я духовный, вот благотворительность я занимаюсь в другом месте. Тут и надо работать. Разделите их. Это важная вещь. Не смешивайте. 3-я вещь, работайте законно. Вот точно, что я понял. Работайте законно. Ни одна компания, которая мировая компания стала, не было такой, что он работал что-то двойной бухгалтерии или хитрости и так далее. Они все работали по-белому, поэтому они стали миллиардной компанией. Не будьте работать по-белому, у вас временный успех будет. Радость, может быть, в год вы экономите 10 тысяч долларов или 100 тысяч долларов, но вы в будущем компанию убьете. Вы не даете компанию стать миллиардной. Вы сами ограничите. Я знаю, что мышление наших людей такое, у нас теневой рынок, как бы ни говорили, есть такой. Но мой совет к вам, работайте законно. Это очень-очень важно. Работайте законно.
Чем больше законно работаете, тем больше у вас появляется возможность капитализация вашей компании, стоимости вашего бренда, развивать. И самое важное, ваша компания станет привлекательна для крупных инвестиций. Кто меня понял? В вашу компанию легко можете привлечь инвестиции, если она действительно прозрачная. И вы быстрее подниметесь. Ну вот хитрая, там 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч вы экономили, ну и что? Потом нормальный инвестор не придет к вам. Придет какой-то слабый, сильный не придет. А сильными вы станете сильными, слабыми остаетесь слабыми. Кто меня понял? Я внимательно, когда анализировал это, я понял, надо делать вот это 3 вещи точно. Это важно. Добро пожаловать, ребята. Буду несколько дней в вашем городе. Приходите, пожалуйста, на тренингах, приходите, я буду к вашим услугам. На наше годовое обучение, которое новая группа, мой совет к вам. Просто идите учитесь. Кто из вас действительно хочет стать хорошим бизнесменом? Я честно спрашиваю. Это серьезно. Вот знаете как? Ставьте перед собой цель 3 года посещать мои тренинги. Могу уверенно сказать, это займет у вас 20 лет вашей практики. Я могу гарантию дать. 20 лет вашей практики это займет. И это экономит у вас куча времени, куча жизни. И ваш бизнес станет очень дорогой, профессиональный. Система у вас появится. А когда появится система, вы его можете масштабировать. Постарайтесь попасть на мой клуб само. Потому что у меня очень много хороших бизнесменов. Очень много рынок. Весь СНГ, и тут Азия, там потихонечку включается Малайзия, Сингапур и так далее. И в Америке. И ведь и у вас огромная длинная рука будет. Это хорошая площадка для развития. Система, которая потом вы его легко можете масштабировать. Один раз, как я построил свои бизнесы? На одном магазине создал систему, а потом эту модель дублицировал. Я так делаю во все свои бизнесы. Так делаю в магазине парфюмерии, так делаю многоэтажные дома. Одно дом построю, полностью упакую команду, упакую бизнес-процессы, упакую систему, а потом его мы просто масштабируем. Строим. Теперь я сейчас строю целые кварталы и так далее. Точно так же. 1 гектар теплицы построил, теперь хочу строить 30 гектаров. Вот. Точно так же. Делал небольшие сады сначала, теперь делаю их больше. Тоже в магазине техники, тоже самый ресторан. Один ресторан делал, много-много изучал, понял, дальше ресторан я не буду строить. В фастфуде да. То есть я все делаю своим шкурой, одну, а потом дальше так. Масштабирую его так. Вот система-то очень хорошо работает. Вот такое, дорогие. Готов ответить еще на 2-3 вопроса. Время сколько у нас? Можно пятое не сказать. Без 5:11? 11 часов у меня занятия. Давайте один вопрос и бежим. Пятое не сказать. Чего надо сказать? 5-й шаг. Да, вот видите, забыл, значит. Большие чеки. Это крутой секрет.